Фрунзе, столица Киргизской Советской Социалистической Республики. Каждой осенью, вот уже 6 десятилетий, звучат над этой площадью пламенные призывы октябрьских торжеств. Путь к светлому будущему киргизскому народу, говорил Константин Устинович Черненко, открыли Ленин, партия большевиков, великий русский народ, с судьбой которого навеки соединилась судьба киргизов. Только в результате взаимного полного доверия может сложиться честный и прочный союз народов России, провозгласила Ленинская декларация прав народов России. Только в результате такого союза могут быть спаяны рабочие и крестьяне народов России в одну революционную силу, способную устоять против всяких покушений. Далек Туркестан от Петрограда. Но и здесь, возглавляемая большевиками, кипит, бушует революция. Трудящиеся берут власть в свои руки. Председатель Совдепа Сулюкты, делегат второго съезда Советов большевик Даниил Деканов. Иван Ядренкин, участник Московского восстания 1905 года, председатель Совдепа Кызылкии. Общее собрание рабочих постановило взять предприятие в свои руки. Джалалабад. Власть в руках солдат, рабочих, издольщиков, чайрикеров. Ошский совет солдатских, рабочих и мусульманских депутатов сообщает, что городской голова взят под домашний арест. Протокол номер 2. Слушали о хлебном кризисе. Постановили прекратить выдачу хлебного пайка господам-капиталистам. Пишпяк. Декабрь 1917 года. В установлении советской власти главной силой были рабочие Чуйской оросительной системы во главе с большевиком Алексеем Иваницыным. На митинге в Дубовом парке, на месте постоянных сходок, была создана Красная гвардия. Передать всю власть в городе и уезде Совету солдатских, рабочих и крестьянских депутатов. Постановили единогласно присоединиться к центральной власти Петрограда и Ташкента. Председатель Пишпекского совдепа Швец Базарный. Все крепче срабатывается с большевиками киргизская демократическая организация «Букара», во главе которой стоял Кажемурат Сарыкулаков. Революция освободила из тюрем таких профессиональных революционеров, как Табалды, Жукеев, Пудовкин. Обстановка в Горном крае была напряженной. Левые эсеры и кулачество подняли Беловодский мятеж. Захватив Пишпек, контрреволюция намеревалась ударить в тыл Красной армии. Но город выстоял. На помощь из Верного пришел Пишпекский полк под командованием Якова Лагвиненко. Беловодская автономия была разгромлена. Были подавлены белогвардейские мятежи в Нарыне и Пржевальске. Набирали силу советы, крепли и множились местные партийные ячейки. Однако страна советов переживала трудные дни.
Мы объявляем, заверяли Ленина в ответ на нашествие интервентов, трудящиеся Туркестана, что враги тем, которые враги русскому и мусульманскому пролетариату, товарищи тем, кто искренне поддерживает пролетарский совет рабочих и крестьянских депутатов. Белые армии отрезали центр от Туркестана. В Фергане и Южной Киргизии свирепствовали басмаческие банды. Стойте крепко, стойко, дружно, смело вперед против врага. За нами будет победа, власть помещиков и капиталистов, сломленная в России, будет побеждена во всем мире. Только с победой на Восточном фронте Советская Республика смогла прийти на помощь Красному Туркестану. Сюда с письмом Ленина прибыла турккомиссия в ЦИК. Я очень прошу вас приложить все силы к тому, чтобы установить товарищеские отношения к народам Туркестана, доказать им искренность нашего желания искоренить все следы империализма великорусского, с величайшим доверием отнестись к нашей туркестанской комиссии и строго соблюсти директивы, преподанные ей от ВЦИК именно в этом духе. Ульянов-Ленин. Сверяясь с указаниями Ленина, Фрунзе видел успех борьбы с басмачеством не только в боевых операциях, но и в живой политико-массовой работе с населением, пример которой он подавал сам. Фрунзе призвал организовать добровольческие отряды из местного населения. В мае 1920 года Фрунзе издал приказ о мобилизации в Красную армию 30 тысяч человек коренных национальностей. Это была первая в истории Средней Азии мобилизация, единодушно поддержанная ее народами. Москва, Кремль, Ленину. Будьте уверены, что из разрушенного басмачами Ожского уезда скоро будет цветущая нива. Особого напряжения бои с басмачеством достигли осенью 1920 года. Курбаши рвались в горы, пытаясь уйти от расплаты за свои злодеяния, но сделать это удалось немногим. Приказ войскам Туркестанского фронта 20 июня 1920 года. Особой лихостью и энергией отличился Каракиргизский дивизион, выказавший себя отлично сплоченной, дисциплинированной и вполне надежной частью. Считаю для себя приятным долгом отметить столь беззаветно доблестную службу. Командующий Туркфронтом Фрунзе. Люди возвращались на пепелище, к вытоптанным полям, разоренным аилам. Надо было строить новую жизнь. Как строить новую жизнь? Тем более здесь, в Туркестане, где надо еще преодолеть препятствия, доставшиеся в наследство от колониального прошлого. Прежде всего, видит Ленин задачу партии в Туркестане. Надо уравнять в землепользовании. Надо энергичнейшим образом разбить, подчинить кулака. Надо постепенно, но неуклонно провести передачу власти местным советам трудящихся под контролем надежных коммунистов. Нужна особая осторожность в отношениях к национальному чувству. Общая задача – свержение феодализма. Для всей нашей мировой политики дьявольски важно завоевать доверие. Это мировой вопрос, без преувеличения мировой. Тут надо быть архистрогим. Это скажется на Индии, на Востоке. Тут шутить нельзя. Тут надо быть 1000 раз осторожным. Декрет ЦИК Туркестанской Республики об оказании помощи беженцам Киргизии и об организации особой комиссии, в распоряжении которой выделен кредит в 100 миллионов рублей. Люди возвращались на родину. В приграничных местностях организовывались пункты питания. Беженцам выдавали одежду и скот, семенной материал и лес для строительства.
нарезались земельные участки. Этот подписанный Лениным декрет предварил не только строительство ирригационных систем, но и земельно-водную реформу по ликвидации последствий колонизаторской политики царского режима. В 5 раз сократились за годы гражданской войны посевы хлопка в Туркестане. Вставали без сырья традиционные текстильные центры. Пишпек, Пржевальск, Совдепом. Весь хлопок, находящийся в Туркестанском крае, конфискуется и объявляется собственностью рабоче-крестьянского правительства Туркестанского края. Партия, Ленин настойчиво искали новые экономические формы смычки рабочего класса с крестьянской массой. На киргизской ярмарке появились плуг и брана, грабли и веялка. Но НЭП не только укреплял базар, НЭП разрушал патриархально-феодальные отношения киргизского аила, а значит и влияние байманапства. Голод в Поволжье. В июле 1921 года Туркбюро получило телеграмму Ленина с просьбой срочно отправить в центр 250 тысяч пудов хлеба. К ноябрю только север Киргизии собрал для голодающих 1 миллион пудов хлеба, скот, деньги. Москва, Кремль, Ленину. Горняки Туркестана чувствуют ту боль, которую переживает товарищ Ильич при постигшем Поволжье неурожае, и обещают напрячь все силы для облегчения этой боли. Бедствуя, преодолевая разруху, люди мечтают о книге, о школе. «Вы призываете нас к власти», — пишут своим депутатам жители Токмакского уезда. «Желаете, чтобы и мы участвовали в устройстве нашей жизни? Какие мы устроители, когда неграмотны? Дайте нам школы». Словно в ответ на это письмо по Ленинскому декрету учрежден Туркестанский государственный университет. В аудитории по призыву советского правительства пришла красная профессура. Развертывали свою работу первые женотделы. Делегатки Киргизии приняли участие в конференции женщин Востока при Коминтерне. Их вдохновляли пламенные слова Клары Цеткин, Александры Калантай, встречи и беседы с Надеждой Константиновной Крупской, слова Ильича о том, что предстоящий съезд женщин сыграет громадную роль в деле пробуждения сознания и организационного объединения женщин Востока. Несмотря на чрезвычайную занятость, подступающую болезнь, Ленин самым живейшим образом участвует в делах Туркестанской республики. Его пометки на полях партийных документов – боевой урок революционного действия и марксистской принципиальности. Он подчеркивает: необходим ряд практических мер, обеспечивающих расширение участия в управлении республикой Туркестанской коммунистической партии, туркестанской трудящейся массы крестьян-земледельцев. Он напоминает: турккомиссии систематически срабатываться с Турсовнаркомом и Турциком, вводить их постепенно в дела комиссии, спорные вопросы в ЦК. Самоопределение народов – гвоздь политики. В Туркестане есть узбеки, киргизы, туркмены. Первое. Поручить представить карту Туркестана с подразделениями на Узбекию, Киргизию и Туркмению. Он надеется, что врачи позволят ему выступить на 10-м съезде Советов. «Теперь всецело за экономику», — писал он в конспекте речи. Выступить, однако, ему не пришлось. И все-таки его мечта, дело всей его жизни, осуществилась. 27 декабря
10-й съезд Советов признал необходимым создание СССР. Декабря 1922 года Первый Всесоюзный съезд Советов провозгласил образование Союза Советских Социалистических Республик. Завоеванная Октябрьской революцией, закрепленное в Декларации об образовании СССР правовое национальное равенство еще не решало само по себе национального вопроса. Надо было покончить с исторически сложившимся экономическим неравенством, с пережитками прошлого во всех областях общественной и хозяйственной жизни. Только за время проведения земельно-водной реформы в Пишпекском и Пржевальском уездах на землях, конфискованных у кулачества, образовались более 50 киргизских оседлых поселений, сельхозкоммуны, совхозы, товарищества по совместной обработке земли. В объединении киргизской и русской бедноты, в восстановлении народного хозяйства, в пропаганде идей кооперирования огромную роль сыграла под руководством партии массовая организация Дехкан «Союз Кошчи». Создавались и крепли комсомольские ячейки. Зазвучал горн пионерских отрядов. Свою первейшую задачу по ликвидации фактического неравенства партия видела прежде всего в перенесении промышленности к источникам сырья. Особую роль в развитии экономики Киргизии сыграло строительство железной дороги Пишпек-Луговая. В Среднюю Азию пошел хлеб и лес Сибири, станки и машины Урала, еще крепче сплачивая советские республики в единый народно-хозяйственный организм. Январь 1924 года. Умер Ленин. В городах и аилах шли митинги и манифестации. Люди вступали в партию. Были приняты лучшие из лучших. 500 рабочих, бедняков, батраков. Шел ленинский призыв. Это является лучшим доказательством влияния партии на местное население, отмечал Пишпекский угорком. Будем еще крепче духом его гения, сплотимся еще теснее вокруг своих советов и коммунистических ячеек, клялись на траурных митингах крестьяне Чуйской долины, коммунисты Пржевальской Нарына, Таласа и Сюлюкты. Здесь, на далекой окраине, знамя коммунизма находится в надежных руках. Пишпек, Кетмень и Саман. Нехватка самого обыденного и необходимого, тем более в условиях территориальной, административной разобщенности народа. Вот наследство, с которого приходилось начинать. Но уже набирает силу великая энергия коллективного труда, освобожденного от классового и национального гнета. Становится повесткой дня 8-го съезда Компартии Туркестана ленинские идеи о государственном устройстве Средней Азии. Во исполнение выраженной всеобщей воли рабочих и дехканских масс 14 октября 1924 года решением в ЦИК киргизский народ был объединен в Каракиргизскую автономную область в составе РСФСР. Так была заложена основа национальной социалистической государственности киргизского народа.
В марте 1925 года состоялась первая киргизская областная конференция РКПБ. Она практически положила начало партийной организации Киргизии, сыграв тем самым особо важную роль в становлении советского Киргизстана в развитии его экономики и культуры. Из приветственной телеграммы ЦК РКПБ. Задача каракиргизских работников состоит в том, чтобы вовлечь трудовые массы области в управление страной, поднять национальную культуру, сделать власть родной и близкой народу и тем показать окружающим народам на деле превосходство советского строя над патриархально-феодальным буржуазным строем. Сталин. Приветствую первую партконференцию родной для меня области. Советская система управления открывает величайшие возможности для обслуживания нужд трудящихся, но только при условии самого широкого участия их самих в деле управления. Желаю в этой работе полного успеха. Предвоенсовета СССР Фрунзе. Первое правительственное здание. Строили новое. 7 ноября 1924 года вышел первый номер газеты «Эркин-То». «Эпоха октября» — так называлось стихотворение Аалы Токамбаева, первое произведение киргизской письменной литературы на родном языке. В каждый киргизский дом вошло это конкретное свидетельство становления социалистической нации. Первые книги на киргизском языке. Труды Ленина о диктатуре пролетариата, о задачах советской власти, о национальной политике государства, рабочих и крестьян. Первые книги киргизских писателей. Истоки киргизской письменной литературы. В развитии родного киргизского языка молодая киргизская интеллигенция видела важнейшие условия подъема национальной культуры. 1 февраля 1926 года. В соответствии с волеизъявлением киргизского трудового народа, Президиум ВЦИК постановил преобразовать Киргизскую автономную область в Киргизскую автономную Советскую Социалистическую Республику. В марте 1927 года состоялась третья Киргизская областная конференция ВКПБ. Она отметила успешную работу обкома по преобразованию Киргизской автономной области в автономную республику по завершению нового административного и хозяйственного районирования республики. Тогда же состоялся первый учредительный съезд Советов Киргизской АССР. Провозглашая республику, съезд в своей декларации заявил: трудящиеся массы Киргизии остаются нераздельными членами великой семьи трудящихся, отдадут все силы на укрепление и развитие Союза Советских Социалистических Республик. В адрес киргизского ЦИК поступили поздравительные телеграммы от руководителей партии и правительства, от союзных республик, от выдающихся деятелей международного коммунистического движения. Неожиданная кончина прославленного полководца переживалась в Киргизии с особой болью. Здесь он родился, здесь прошло его детство. По просьбе трудящихся в мае 1926 года ВЦИК постановил переименовать Пишпек в город Фрунзе. Поднимаются этажи. Строятся заводы и фабрики. Успешно работает бок о бок с русскими, киргизскими рабочими чехословацкий кооператив «Интергельпо», организованный в ответ на призыв Ленина оказать помощь молодой стране Советов. Правда о Советском Союзе – это не легенда о райской жизни. Мы видели нечто гораздо большее, писал Юлиус Фучик. Мы видели, как советские рабочие сами строят новый мир, новое социалистическое общество. Никто ничего не дал советским людям. Им самим пришлось все взять, завоевать и построить.
Осенью 1927 года началась земельно-водная реформа в Джалалабадском и Ошском кантонах. Начавшуюся агиткампанию возглавил председатель Кирцик Абдыкадыр Орозбеков. Да здравствует земельная реформа! Долой гнет байманапов над батраками и чарикерами! Разоблачить попытки эксплуататоров скрыть свои земли и скот! В Ошском кантоне только за 11 дней реформы землю получили 1107 бедняков и батраков. Им были выделены лошади, быки, сельскохозяйственный инвентарь, сельхозмашины и деньги. Борьба партии комсомола за проведение реформы во многом способствовала росту их авторитета среди дехканства, дала толчок широкому колхозному строительству, стала боевой школой политического воспитания масс. Всемерно помогая дехканину, колхозу, партия выдвинула перед сельским хозяйством Средней Азии важнейшую народно-хозяйственную задачу – ликвидировать зависимость текстильной промышленности СССР от импортного хлопка. В связи с этим текстильщики России и хлопкоробы Средней Азии подписали генеральный договор о социалистическом соревновании. Москва, Ленинград, Иваново-Вознесенск слали рабочие бригады и оборудование в Ош и Джалалабад, Талас и Фрунзе. В строй вводились новые цехи и фабрики. Полукустарная шелкомотальная фабрика в Оше превращалась в мощный комбинат по производству шелка. Опытнейшие ткачихи Подмосковья, Иваново-Вознесенска передавали свое мастерство сотням девушек и женщин юга Киргизии. Женсоветы открывали ясли и сады, организовывали пункты женских консультаций и курсы ликбеза. Первый самолет во Фрунзе. Первый рапорт правительству республики. Первые наметки регулярного сообщения с Пржевальском, Ашом, Нарыном — это будет. 99 раз предрекали враги гибель советской власти. А вот октябрю 10 лет. Октябрьская демонстрация в столице республики. Есть чем гордиться, есть что защищать, есть кому защищать. Первая пятилетка. Пятилетка Днепрогэса и Магнитки, Челябинского тракторного и Турксиба. Поднималась не просто крупнейшая индустриальная держава мира, создавалась новая историческая общность и единый советский народ. И трудно переоценить тот факт, что именно в эти годы молодая автономная республика входила в состав РСФСР, получая от наиболее развитых центров страны всю возможную помощь и содействие. Трудящиеся Ленинграда взяли шефство над Киргизской АССР. Они практически участвуют во всех областях экономического, научного и культурного развития края. Ударным трудом ответила республика на братскую помощь города Ленина. Из протокола совещания Ленсовета. Считать, что выполнение договора по шефству со стороны Ленсовета над Киргизией проходит удовлетворительно. Слова «Красный путиловец», «25-тысячник», МТС звучали в сводках сельхозработ как боевой лозунг, как залог успеха. Все свои силы отдавали общему делу посланцы революционного российского пролетариата. Старший брат, так называли их в киргизском аиле. Из документов тех лет. Что нам дали 25-тысячники? Они дали громадную пользу местам, помогая в организации колхозного труда. Они принесли свой опыт с заводов и фабрик. Они принесли жгучую ненависть к классовому врагу.
колхозы под руководством 25-тысячников сдали отличный экзамен во всех хозяйственных и политических кампаниях. Партия призывала осуществить в максимально короткий срок социалистическую переделку аила. По своему значению для судеб киргизского народа переход от полукочевого уклада жизни к оседлому мог быть сопоставим лишь с Октябрьской революцией. Это была хозяйственная культурная революция. Нужды народного просвещения потребовали перевода письменности на более доступный латинизированный алфавит. Строительство новой жизни было немыслимо без участия в нем трудящихся масс женщин, без их фактического раскрепощения. Это понимали и враги. На фронте классовой борьбы в кишлаке «Караван» пала первая женщина, председатель колхоза, член Кирцик, товарищ Сариева. Первый всекиргизский съезд колхозниц-ударниц заявил: жалкие и безнадежны попытки недобитков кулачества, байства и монапства задержать победное шествие колхозного строя, внести замешательство в наши колхозные ряды. Крепли колхозы и совхозы, возрождались и возникали целые отрасли народного хозяйства. «Мы должны по-большевистски драться за подъем коневодства», писал коневодом Киргизии маршал Советского Союза Семен Буденный. «Советская Киргизия по развитию коневодства должна быть одной из самых передовых республик в стране Советов». Высокий надой, высокий настриг в колхозах и совхозах – это вопрос не только хозяйственный. Это вопрос политической, классовой борьбы. Это вопрос национальной политики, потому что связан с исконным занятием сотен тысяч животноводов и их семей. В связи с этим ставит задачу партия уделить самое усиленное внимание пастбищно-кочевым районам в деле коренной перестройки хозяйственного уклада. На отгонных пастбищах создаются джайлонные советы. Здесь, у красных юрт, сталкивались знахарство и медицина, отголоски отживших обрядов и то новое, которому принадлежало будущее. С первой песней о Ленине, спетой великим Акыном Токтагулом, самые почитаемые в народе певцы, музыканты стали верными пропагандистами советской власти, социалистического образа жизни. Так начиналось киргизское профессиональное искусство. Только при советской власти стали возможны изучение, запись, издание эпоса «Манас». Только теперь эта вершина народного гения стала известной всем народам страны Советов, заняла достойное место в сокровищнице мировой культуры.
Gelgine topla gelgindi, gelgesi büyük gelgindi, sevgili kızmakta, sırada girdi sengeli, bir yıl geldim helgindi, karlılık kanay sana, kaplarından yüzenki, atadan kalkan dünyaya, neşen bir kokan yolu, türlü ategay, türküm altın o yolu, tehleye tepe bosop, koksun eden toz bosop, kış yakın kırarsan geçen asker, bu bugün askerime de hem kurgusum. Рождается киргизский театр. В борьбе с прошлым, в становлении нового, он обращается к бессмертной гоголевской сатире, к другим произведениям русской и мировой классики. В Москву и Ленинград едет учиться творчески одаренная киргизская молодежь. Во Фрунзе неоценимую помощь оказывают видные деятели русской культуры и искусства. Открывается театр музыкальной драмы, Киргизская государственная филармония и музыкальные школы. И все эти немыслимые прежде события становятся буднями, рядовыми фактами культурной жизни молодой республики. Еще на заре советской власти Ленин подписал распоряжение о направлении в Туркестан группы ученых-геологов для изучения сырьевых ресурсов. Ртуть Хайдаркана, сурьма Кадамжая, уголь и нефть Киргизии – все должно служить промышленному расцвету молодой республики, становлению ее рабочего класса. Академики Ферсман, Щербаков. С именами этих виднейших ученых связаны не только первые шаги цветной металлургии Киргизии, но и подготовка киргизских геологов, разведчиков, горняков. Открываются новые шахты в Кокьянгаке, Ташкумыре. Рядом с киргизскими шахтерами работают метростроевцы Москвы и проходчики Донбасса. Так республика выросла в главного поставщика сурьмы и ртути в стране. Так она становится среднеазиатской кочегаркой. Чем энергичнее Киргизия превращалась в одну большую строительную площадку, тем все острее складывалась проблема дорог и транспорта. Правительство постановило форсировать строительство железной дороги Фрунзе-Рыбачье, построить на Иссык-Куле 2 мощных парохода. Из партийных резолюций. Сила партии заключается в том, что она сумела по-большевистски организовать массы для практического проведения в жизнь своих лозунгов. И прежде всего, ленинского положения о том, что под руководством партии при помощи передовых промышленных центров народы отсталых окраин могут уверенно шагнуть, минуя стадию капитализма, в социалистическое будущее. Первый на киргизской земле учительский институт. Все впервые. Утром занятия по неорганической химии, вечером коллективный поход на первую музыкальную драму поэта-орденоносца Джусупа Турузбекова «Аджал Ордуна». Из документов тех лет. Мы получаем кадры из Москвы, но Москва не может выпустить для всего Союза достаточное количество специалистов. Единственный выход – самим взяться за подготовку нужных кадров. Открывались сельскохозяйственные техникумы и школы. Проводились курсы и семинары, приобщая к сельскохозяйственным знаниям самую широкую аудиторию и особенно молодежь. Чуйская долина.
Становление колхозов делает ее одной из основных сахарных житниц страны. 1200 центнеров корнеплодов с гектара – таково мировое достижение звеньевой Шаир-Бюбю Тезекбаева из колхоза «Третий интернационал» Калининского района и ее подруги Елены Пономаревой из Сокулукского района. Судьба Шаир-Бюбю – судьба самой Киргизии. 5 декабря 1936 года на 8-м чрезвычайном всесоюзном съезде Советов делегат Тезекбаева голосует за конституцию победившего социализма, за преобразование Киргизской автономной республики в Киргизскую социалистическую республику. В марте 1937 года чрезвычайный 5-й Всекиргизский съезд Советов утвердил Конституцию Киргизской ССР. В июне 1937 года состоялся первый съезд Коммунистической партии Киргизии. В своей резолюции съезд подчеркнул, что преобразование Киргизской республики из автономной в союзную республику и областной организации ВКПБ в Компартию большевиков Киргизии есть величайший акт доверия со стороны Центрального комитета партии. Акт, который обеспечит дальнейшее укрепление киргизской советской государственности, еще более укрепит братскую дружбу со всеми народами Советского Союза. Первые дни столицы суверенной республики. Ее облик меняется с каждым днем. Бывший уездный городок приобретает фабричные, заводские специальности, становится не только административным, но и тем общественным, культурным центром, по которому равняется весь Киргизстан. Республика готовилась к первой декаде литературы и искусства Киргизии в Москве. Это было не только событие культурной жизни, это был отчет перед всей страной в деле социалистического строительства, яркий праздник братства и сотрудничества советских народов. Москва, Казанский вокзал, 16 мая 1939 года. Поет Муса Баэтов. СМД. Помню. Выставка киргизской живописи. Всего 5 лет, как организован Союз художников республики, как появились первые профессиональные живописцы. Киргизский народ, писала в те дни народная артистка СССР Нежданова, не имеющий до последнего времени своего музыкального театра, сейчас порадовал нас подлинно народной оперой «Айчуряк». Опера открыла перед нами одну из самых замечательных страниц народного киргизского эпоса, волнующего своей красочностью и благородством. Всесоюзный староста Михаил Иванович Калинин
вручает правительственные награды сынам и дочерям солнечной Киргизии. Дружба народов – это великая сила, пробудившая к жизни неиссякаемые источники народных талантов. С дружеской помощью великого русского народа мы в горах Алатоо обрели свое счастье, сказала на приеме в Кремле Сайраки Избаева. Орден Мураталы Куренкееву. Великий путь, большая дорога. Эти слова обрели для Киргизии не только символический, но и конкретный смысл. В декабре 1940 года ЦК ВКПБ и СНК СССР приняли постановление о строительстве автомобильной дороги Фрунзе-Сусамыр-Ош. Мечта народа соединить разобщенные прежде север, юг, глубинные районы горного края становилась явью. На народ в своем пути вырастающий взгляни, на народ свой небеса подпирающий взгляни, на победный, молодой, боевой народ взгляни, на народ путь Ильича продолжающий взгляни, призывал великий Токтагул в одной из своих песен-завещаний. Радостная убежденность этих строк выражала тот пафос и энтузиазм, с которыми Киргизия поднялась на свои всенародные стройки. И, как всегда, в первых рядах коммунисты, партийные работники, организующая и направляющая сила социалистического общества. Каждая такая стройка – живое воплощение социального оптимизма, интернациональной сущности советского народа, претворенной в жизнь ленинской национальной политики. Машины пошли на Сусамыр. Первый, самый трудный перевал Великого Киргизского тракта покорен. Каждая такая победа – праздник. А в сообщениях газет дневник военных действий, война в Европе, Азии, как близко подкатывается она к рубежам Родины. На эту угрозу народ отвечает огневыми рубежами Асавиахима, эскадронами и клубами ворошилов от Чандары ворошиловских всадников. Командиры киргизских райвоенкоматов отмечают, еще никогда на призывные пункты не приходила такая грамотная, такая подготовленная молодежь. Да, народное образование республики проделало огромную работу. Теперь предстояла задача исключительная по своей важности – перевод киргизской письменности с латинского на новый алфавит, основанный на графике русского письма. Партия подчеркивала, переход на новый алфавит будет способствовать еще большему сближению культуры киргизского народа с культурой русского народа и других народов нашей страны. Особую роль с первых же дней социалистического строительства Компартия Киргизии отводила русскому языку, языку Ленина, языку интернационального сплочения советских наций и народностей. ВУЗ, стенгазета, аэроклуб, десятки, сотни новых слов врывались в живую речь миллионов, становились не только приметами времени, но и самой жизнью. Из письма в газету учлета Фрунзенского аэроклуба Алиева. Мог ли в старое время киргизский юноша думать о том, что он обретет крылья, сможет орлом парить над родными горами? Сколько простора! Хочется петь от радости. Отмечая 6 десятилетий свободной, справедливой жизни, сказал первый секретарь ЦК Компартии Киргизии Турдакуну Субариевичу Субариев, мы не забываем ту точку отсчета, от которой наш народ ведет летопись своей жизни. С чего мы начинали?
Кто помог нам обрести подлинную свободу и счастье, благодаря кому невиданные социально-экономические преобразования, о которых сравнительно недавно в нашем горном крае не могли даже мечтать, стали явью, все это мы хорошо помним и никогда не забудем. «9 мая. 4 года спустя этот день станет Днем Победы. А тогда, 9 мая 1941 года, республика как всенародный праздник отмечала завершение стройки канала Отус-Адыр и начало строительства Большого Чуйского канала. 22 июня до окончания первой очереди БЧК оставались считанные дни. «Нынешний год, — писали газеты, — войдет в историю советского Киргизстана как год грандиозных народных строек. До самых последних минут мирной жизни люди надеялись, что так оно и будет».